минуты начинаем прогон. Все спели? Аликова, где остальные? Подожди, Кусан, kimse işitmedi. Kurtni, sayıldı. Аликова. Паян республика Гуния, хотим халық шавында шүрет үшілза сабынат, ебір карда куенде, береунда карда лешіне кіртмеші де, кенеге зутмада кіртмеші. Мен қалашмалы көрінді, чаваш тілді бірге, чаваш культуры бірге. Инженде чавашинде, пөдемешлі лес бұзасын, пілікшірі ағын жирав жіпа сұғыш. Бізем вой бұзадыраща ағаведі, бізем бірін чаваш шыржывне хүлелеген зем, бізем чаваш культурине, тілгіне хүлелеген зем, малала адаладараған зем. Бізене хизеплемезесін халығын бұласлы ештайынды, ғавырғымын адарғашын, даван зем. Ішқа бірін бұлас, шамба бідеп бірі. Шамба бідеккен бідеккен. Адязем жавашқа білмеші, мұнуксем пұшшек білмеші жавашыла. Кенегезем дуянашынар. Бактизем жеш күштағындан, кенегезем дуян қалашы. Шамбырксем пульзада бұқлашы, жамбек ирде қашы. Ада юрат ашыбямыш сем хызин адизіне педе жамбек вейло наци дуйымлызем пульза санаша кенегезе барам хадеші. Қошпыр адизінде да кенегезе бар хадезі ұтсасы, нашамыжы міндівангу кенеге бедезі аларан турцайзе қашы адизіне. Шамбек құрнақ, шамбек бұғыт тұған. Шамбек евр, мана хама илес болды, мана пиде евр, мана шак юраду жүлесін бәнден, мен жүклі хваланы хыйвығы дінде, сарбине полицейский бегілзе хвала заяджиш. Бұл хал бұнда келмеде бірақыры, хойын кенегізе не дейзе келмес, хойын мілегаламалы жүлезе дейзе келмес, айда шабыш кавазы жүлес қалды келгенеп. Республика қажадынде ширзағылар думыр материал, сарбине мінбе хваланы, полицейский хваланы дезе, администрацияден біле құрау бадеш, ұнбеке пулман дезе бадеш. А мен жүклі берін күнделензем, вырысқағаны свидетельзем, юнажақ понятызем, мен жүклі трашшы юнажақ жанды. И шамбе құрау бара шайылда манстап яйынже. Пулман ұнбек кедеші. Бат шамбек. Міле бұрын малай бұнған мұстым. Хамрук шаба кенеге қыларып бір. Хамрук шаба қыларыны кенегене хамрақ сұтса жүріп бір. Юрат әбір халеге пұр. А әбір шабеже дума бірақсасын. Камды бадина? Негамды думаз? Негамды думазысын. Палап, бідет халы, бідет. Чаваш бідет, бідет. Ой-ой-ой. Сними, Олег, для истории. Немецкий ученый, академик Фридрих Радлов, имел все доводы заявить, чуваши были знаменитым народом, имели сильное государство под названием Царство Болгарское. Впоследствии их царство под влиянием диких завоевателей татар, а потом русских пало. Историк Михаил Петров, придерживаясь того же мнения, писал: жестокая война на два фронта с татарами и русскими вывела чувашское государство из строя самостоятельного государства, а самих поставила в положение побежденного и угнетаемого народа со всеми роковыми последствиями, отсюда проистекающими. Историк Василий Дмитриев писал: болгары говорили на чувашском языке. В Волжской Болгарии государственным языком был чувашский язык. Прямыми потомками волжских болгар являются только чуваши. Наш современник, писатель и историк Юхма пишет: мы болгары и зовемся сейчас чувашами. Зовемся так по имени великого полководца Чуваша Батыра, эпохи борьбы с татаро-монголами. Мы потомки могущественного государства Волжская Болгария, границы которой простирались на север до Ледовитого океана, на юге до Каспийского моря. Баранья бита — это о чем? Это... О первом поражении Чингисхана. О первом поражении. До этого Чингисхан нигде не терпел поражений, пока не пошел с войной на Волжскую Болгарию. И вот эту битву историки прозвали как баранья. Баранья битва. Пленных обменяли на баранов. Пленных монголо-татар обменяли на баранов. Так, интересный факт. Да. Полноценный обмен. Обидный. Вот Малегаламала. Вот
некоторые говорят, в отместку за это пошли, да, на нас потом. Это не в отместку. Причина совершенно другая была. Причина захватить, уничтожить, разграбить, потому что государство было сильнейшее. Это книга первая часть. Книга – это первая часть «Черебир, царь Волжской Болгарии». Вторая часть «Уходящий мир». Это про то, как угасают российские деревни. Понятно. Почему пустеют, угасают, исчезают с лица земли. Не только чувашские деревни, но и русских, очень много русских сел и деревень исчезают, пропадают. Почему молодежь спивается, рано умирает. И вот про все эти негативные явления, можно сказать, коротко. Третья книга «Маджары». Мадьяр. Мадьяры. Да. Это в переводе получается венгры. Вангуры. Венгры. А царя Ван. Ну да, да. В Первую мировую войну наш односельчанин Отставнов Семен попал в плен к венграм. Был в плену. Вот. Некоторое время находился там, говорили, он и женился, жена у него была. Это слова, конечно, разговоры. Вот он вернулся с плена, отлично выучил венгерский язык, отлично играл на музыкальных инструментах. Потом Вторую войну прошел, Отечественную войну. Вот про это третья часть. То есть книга исторического содержания. Падетпер. Вот Сиримжилок Шинде, Сюрмиллион чуваш шугалны. Сюрмиллион. Вот 2 переписи прошли, вот за это время 500 тысяч чуваш, считай, исчезло. Они не уехали, они не умерли. Ассимилировались. Обрушение. Поголовное обрушение. Везде все. Русский язык, великий язык, могучий язык, подмял, как тяжелый танк, под себя все языки населения России. Так вот недавно, по-моему... Подмял все языки, как тяжелый танк. И они празднуют День русского языка, обозначают. Да. А где наш чувашский язык? А у нас язык угнетается. Более того, приходят такие законы, создают законы, чтобы этот народ утратил свой язык. Исчез полностью. И культуру, да. Полностью исчез. Вот об этом надо прямо говорить. Вот об этом мы и говорим сейчас, да. Вот этот вопрос, который вы говорите, подняли, это очень-очень правильный вопрос, хороший вопрос. Вопрос правильный, но этот вопрос мало кого волнует, я имею из руководства, страны. Из начальства. Почти никого не волнует. Да и чуваши, по-моему, руководство республики тоже это мало волнует. Чуваши давно стали, я говорю, таким народом, готов растоптать своего соплеменника, не только растоптать, а растереть в пыль и прах, продать, предать. Конечно, говорить правильно, болгаро-чувашский народ. Болгаро-чувашский, да. Об этом надо везде и всюду подчеркивать, чтобы наши дети, внуки знали, чтобы гордились нашей историей. Название нашего народа начали называть вот этим именем. Нас относили то к черемисам, марийцам, то к татарам относили, то еще каким народом. И впоследствии прозвали чуваш. Даже презрительно иной раз называли. А мы болгары великие. Вот было великое болгарское царство на Северном Кавказе. Между морями Черными и Каспийскими морями. Азовское море. Вся Русь, Украина. Это бывшие земли Великой Болгарии. Да, да. Вот потом Болгария разделилась. Часть ушли на Дунай, хан Аспарух увел, часть народа на Дунай. Там они образовали Болгарское царство. Но это были как бы, в историю они вошли как черные болгары. Аспаруховы болгары, да. Да, а мы как белые, серебряные болгары. Мы серебряные, потому что... Вот, кстати, насчет серебра. У меня у самого в голове много серебра. Потому что у нашего народа именно велась активная торговля с арабами. Активная, это именно активнейшая. Вся торговля в то время шла в основном по Волге. По Волге, поэтому, это пути. Поэтому именно у нас находят очень много кладов. У нашего народа было очень много серебра. Во время войны
чуваши и добровольно отдавали, и даже изымали всякими правдами, неправдами. Из чувашских деревень вывозили это серебро вазами. Вазами вывозили. Я помню, у моей матери много было. Даже вот были серебряные монеты, с одной стороны полностью обтертые, лысые. Это столетие надо было носить вот эту монету на груди или где, чтобы она полностью до лысины протерлась, понимаете? До зеркального блеска. Вот. Дело в том, что еще вот я хочу заметить, с началом перестройки вот эти монеты у нас исчезли. А эти монеты чувашский народ, женщины хранили в своих сурбанах. Это традиционная чувашская одежда, женская. И вот эти сурбаны, не какой-нибудь пустой там блестящий металл, а именно были серебряные монеты. Это серебро сейчас исчезло. Извини, Олег. Раньше были не монеты, раньше были пластины, да, допустим, не только серебряные, может, они были и медные, и серебряные, может, кто побогаче, может, даже золотые были. Но потом, после бесконечных башкирских восстаний, вихрей, башкирских восстаний бесконечных, чувашских восстаний, царское правительство запретило работу с металлами нашим народом. Да. Понимаете? Это со времен Ивана Грозного. Запретили работать с металлом, за это привлекали, казнили, прям смертельно. И народ вынужден был потом перейти вот на монеты. Это уже царские монеты, царь выпускает. Уже как бы разрешалось уже. Уже деваться им некуда было. Вот и перешли на монеты. А до этого были они именно как защитная. Не только... То есть со времен амазонок? Да, со времен амазонок именно. Это воинские доспехи были? Это воинские доспехи были. Ну, потом перешли, изменился климат, изменилась обстановка в мире, войны, скажем, закончились. И вот перешел в праздничный наряд. Вот это серебро и золото. Уягрипур ыршинсен, Алла алын тыдари, Карадаланса удари, Вайкардыне тарари, Киви берен шебешрех, Таши булдыр шомалырак, Туслах булдыр шерепрех, Уяв булдыр байлырак. Сан Мартин Диего.